На планы в ближайшее время повысить возраст призывников. Весной 2023 года на службу по-прежнему планируется отправить молодых людей с 18 до 27 лет. Все потенциальные призывники в обязательном порядке пройдут медицинскую комиссию. По традиции, работники военного комиссариата проводят ряд мероприятий не только с военнообязанными, но и с их родителями. Ведь родные, опасаясь за жизнь и здоровье своих сыновей, боятся отправлять их в армию, тем самым лишая дальнейших перспектив и карьеры. Также в наше время не обойтись без военного билета. После армии, где нужно прослужить только 1 год, молодой человек получает возможность сделать карьеру как в военной, так и в гражданской службе. Для работодателей отслужившие граждане кажутся более надежными и подготовленными сотрудниками, чем те, кто не служил. А вот Акрамату Аздоеву пока только 16 лет, однако уже готовится пойти в армию. Парень уверен, что в дальнейшем свяжет свою жизнь с военной деятельностью, а для этого нужна физическая подготовка. Как говорят специалисты, отслужить в этом году удобнее. Призывники проведут в военных частях 1 год. В следующем же службы в армии планируют увеличить до традиционного срока 2 лет. Призывная кампания начинается ровно в срок. Все необходимые этапы подготовки уже проведены. Нам нужно собрать с поселения Троицка, потому что это очень густонаселенный пункт, 15 человек. Думаю, благодаря этим мероприятиям, этим разъяснениям у нас все-таки получится набрать необходимый наряд для отправки в войска. Такие встречи проводятся с целью развеять необоснованные страхи касательно армии. Профилактические мероприятия охватили все районы республики. Малика Измайлова, Джамалиев Султыгов, Новости 24.